Дорогие друзья, как выглядеть красиво, замечательно у себя на работе, дома, на каком-то празднике? Конечно же, это в первую очередь волосы, как они уложены, как расчесаны, покрашены, не окрашены. В общем, обо всем об этом будем говорить сегодня на мастер-классе по укладке, по созданию прически, какого-то такого образа, который будет универсальным, поможет нам со всеми этими делами мастер, парикмахер Ольга Максимова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И красавица Аяна в качестве модели. Здравствуйте, Аяна. Ну что, приступаем? Оля, какую прическу мы будем сегодня создавать? У нашей модели длинные волосы, Да. и мы будем создавать прическу плетеную шишку, которая универсальная, и в пир, и мир, и добрые люди подойдет и детям, и взрослым. Для начала мы соберем вот эти прядки, которые пушистые. А мне вот интересно, да, такую прическу самостоятельно можно будет сделать вот без вас? Самостоятельно навряд ли получится, но это мастер-класс для мам, которые будут заплетать своим дочкам. Позади вот здесь вот тоже нужно нам, потому что у нас Да, будет... вот если вот висят волосы непослушные, мы их собираем и закрепляем невидимкой чуть повыше. Вот так. Так, еще одна будет. Нет, все. Все, И теперь да, по нашим волосам это достаточно. и То есть можно аккуратненько. зафиксировать лаком некоторые волосы, чтобы они аккуратно смотрелись. Теперь наклоняем голову вниз и распределяем волосы вокруг головы. У Аяны такой красивый цвет волос, такие мягкие волосы. Волосы натурального оттенка. Ну, с сединой у нас очень много хороших материалов. Ну, это Я и краска. предпочитаю, да, растительные хна, вот, допустим, вот такое. Есть же еще какие-то специализированные там магазины для парикмахеров, да? Краска такая профессиональная. Вот чем она отличается? Наличием там этих химических ингредиентов на основе гидроперита, осветляющие. Более жесткие, там нужен особый контроль. Понятно. Более жесткие они, потому что если вы дома профессиональными красками будете пользоваться, у вас могут волосы просто потом осыпаться, ветошь превратиться. Нужно хотя бы посмотреть, откуда начинаем красить. Обычно люди садятся перед зеркалом и начинают красить спереди. В домашних условиях, Да, да. вот А в это лобной неправильно. части. Неправильно. Сначала начинаем с затылок, Затылка. потому Так. что по температуре головы нужно ориентироваться. Затылочной части, потом виски и в конце самом уже лобная часть. А лобная, а где самая горячая часть? Лобная? Да, вот Понятно. здесь вот в этой Ага, части. в этой лобная, части. да, а люди наоборот начинают. И потом получается разноцветный вариант. Да. Возьмем прядь небольшую, примерно такую, и сплетем косичку. Потом будем вплетать в эту косичку пряди. Не с глубины, а сверху. Вот этой прическе, по идее, даже лак не нужен. Если волосы у ребенка длинные, Длинные и прямые. да, и без... И не лохматятся, как Да. вот у нас, да, с Аяной. Пушистые В принципе, волосы. да. Да. И она очень хорошо держится, Так. может держаться несколько дней. Я помню, заплела своей тете такую шишку, но у нее волосы чуть короче, чем у вас были, вот до плеч. до вот так плеч. вот. Да, до плеч. И сделала ей шишечку, вот такую. Там на юбилее сказали, этот был конкурс, ей сказали, попросили выйти, Так. участвовать на длинная коса. Так. Что вот Так, это вот так. все расплести, и вид такой создается, Что волос очень много. очень много Так. их, да. Вот Да. эта прическа, она скрывает вот этот объем внутри Я пушок. вспомнила, 60-х годов, Бабетта, или как она Похоже, называлась? но- Да, что-то похожее. Вот, так что у кого будет образ и у кого будет тематическая вечеринка, ну это просто вот смотрите-ка, прям такая хорошая, ну, Ну да, скажем, да, Ну, находка.
Состояние волос – это показатель вашего здоровья. Значит, мы поддерживаем, им нужен качественный белок. Мгм. Это у нас мясо хорошее, рыба, молочко, БАДы. Подождите-ка, а у нас вторая коса-то пошла. Да, это если мы возьмем тоненькие слои, то получится можно и 10 сделать оборотов. А если мы берем такие толстые пряди, можно сделать и 1 оборот, Мгм. и 2, и 3. Где вы начали плести вторую косу? Нигде. Нигде? Это она одна. Это она одна? Одна. Это она отсюда идет и Да, потихонечку-потихонечку? да, Такая техника интересная, ну просто... Она и простая. Да, простая и довольно-таки, да. Вот мы приближаемся к финалу Вот так у нас потихонечку. все волосы мы собрали, у нас остается вот так вот. Чисто коса уже. И мы ее доплетаем. Доплетаем, а потом мы ее просто вокруг, видимо. Мы ее спрячем внутрь или немножко... Ну вот самый кончик мы спрячем внутрь. Вокруг головы. И поднимаем вот это дело. Любую резинку можно использовать. И невидимкой, то есть шпилькой, или невидимкой, или заколкой. Можно даже без ничего просто засунуть хвостик в резинку. В резинку, так. Мгм. А можно шпилькой? Вообще, да, можно шпилькой, можно резинкой, можно просто хвостик заткнуть без ничего. Все. И потом уложить красиво. Такая башня из волос получилась. Шероховатости, вот то, что немножечко... Да, это все расчесочкой вот так вот залакировать, да, можно пригладить. Ну и пройдемся, зафиксируем. Завершающий. Да. Ну, если хоть одна мама научится, поняла технику, то это уже плюс. Ну что, дорогие друзья, Ольга, большое спасибо. Ну а далее... Аяна модель, Так. у нее уже имеется свой образ, прическа, дресс-код, поэтому мы будем подстраиваться под ее образ. Первый шаг, конечно, это подготовка кожи. Да. Обязательно нужно все этапы очищения, увлажнения сделать, потому что от этого зависит, как будет у нас лежать тон и каков результат будет, да? Потому что 80% макияжа зависит от правильной подготовки кожи. Поэтому, ну, первый шаг умывания сделали уже самостоятельно, поэтому мы приступаем к тонизированию. Тонизирование – это подготовка, раскрывает поры, и наша тональная основа будет ложиться равномерно. И это такой секретик, потому что после умывания многие, к сожалению, сразу наносят тональные основы. Тогда у нас это будет ложиться неравномерно. И, значит, сделали тонизирование. Потом сразу же мы не ждем и увлажняем кожу. Для увлажнения подойдет по типу и по состоянию кожи любой увлажняющий крем. Или же, если у вас нету под рукой крема, можете взять специальные, есть такие базы, основа под макияж, любые, да, тоже можете взять. А там зависит от оттенка или как? Или это прозрачное что-то? Это прозрачное, бесцветное. Конечно, мы для себя это все распределяем своими пальчиками, потому что лучше пальчиков. Я думаю, что По чувствительности. да, мы сами это все чувствуем на себе, но так как мы это делаем на модели, я использую глаза, чуть-чуть закрываем. И нужно увлажнить тоже веко, нижнее, верхнее полностью. Мы не забываем и шею, все растягиваем
тоже в область шеи. Сейчас в тренде естественный сияющий вид, это самое главное, да, и чтобы кожа, она была сияющая изнутри. Мы тщательно увлажнили кожу и можем приступить к тональной основе. Вообще я люблю два оттенка перемешивать. Тогда получается у нас не сильно светлый тон, да, и не сильно темный тон. Ну, то есть он такой, более такой естественный получается. Да, естественный. И когда... То есть, смотрите, у вас получается и светленький, и более такой темненький, да? Да. Потемнее чуть-чуть. Два оттенка я перемешиваю. И как художник, такая палитра у вас. Да. И главное не переборщить, потому что вообще тон, да, он... Как правильно подбирать тон, спрашивают, да? И если вы не знаете, какой тон подходит вам, вы можете именно на нижнюю часть скул нанести и посмотреть, да? Потому что если вы сразу начнете подбирать по части лба и так далее, да, у вас шея будет выделяться. Она может быть темной, светлой и так далее. Сначала мы это распределили. То есть нужно ориентироваться, чтобы одинаково было у нас и шея, и вот лицо, да? Желательно. Ну, я распределила. В принципе, если мы хотим поменять даже форму бровей, мы можем легко, не боясь, тоже поверх бровей нанести тон. Спонжик заранее должен быть намоченный, то есть он не мокрый, и такими вбивающий, влажный, да? Да, влажный спонж. На самом деле, если базовые техники знать, то за 15 минут, два и готово, да? За 15 максимум минут мы можем сделать дневной макияж. Тон – это такая важная часть. Даже без макияжа можно просто сделать тон, помаду нанести, ресницы и все. Под глаза сильно не наносим вообще тональную основу, да, потому что если это возрастная кожа, то здесь могут собраться, наоборот, выделить морщинки. Мы распределяем дальше на ухо, на мочки. И то, что у нас опять же растягиваем, мы в область шеи. Так, чуть-чуть. Самое главное правило – это подчеркнуть индивидуальность. Мы не должны быть похожи на всех. А то бывает иногда, да, что после одного, у всех есть свой почерк, у каждого визажиста, да, и когда приходит к одному визажисту, и все выходят как на одно лицо. Да. Это я считаю, что это неправильно. Неправильно. Мы должны не под себя делать, не под свой почерк, а подстраиваться под индивидуальность каждой девушки. Верно. Есть моменты, которые нужно скрыть, да? Есть потом корректор. Мы можем светлый тон нанести именно вот не прямо под глазами, да, а с двух сторон. И носогубные, да, вот эти вот впадинки. Да. Так, у нас, Аяночка, кожа молодая, но если, допустим, это вот, скажем, возрастная у нас модель будет, тогда здесь принципы те же или немножко как-то по-другому? Есть техники, которые используются именно для лифтинг макияжа. И здесь для лифтинг макияжа мы не должны перебарщивать с линиями темными, да, то есть раньше выделяли нижнее веко черным карандашом, да, то есть сейчас мы не выделяем сильно. И, соответственно, темная помада и так далее тоже не подходит для лифтинг макияжа. То есть лифтинг макияж, он визуально должен чуть-чуть подтянуть лицо, скрыли пигментацию, темные круги под глазами. Теперь наша задача чуть-чуть сделать легкий контуринг. Можно даже контуринг сделать чуть-чуть
тон потемнее румяна бывают, да? Или если нет специального оттенка, то можно даже румяной сделать контуринг. Я рекомендую в любом случае, если даже у нас лоб короткий, мы должны затемнять линию роста волос, чтобы у нас не отдельно лицо было и не отдельно прическа, да, волосы, а чтобы вот эта линия роста волос, она чуть-чуть была затемняем, соответственно, у нас легкий такой контуринг будет. По всей поверхности линии роста волос это надо делать. И смотрим, да, некоторые говорят, у меня и так лоб как бы низкий, мне это не надо. Остатки распределяем даже на кончик носа, чтобы у нас визуально это все, вот тень, на самом деле, что делает, да, тень? Если у нас нос длинный, да, и вот мы на кончик нанесли чуть-чуть тень, чуть-чуть укорачиваем, да, если... Или как-то его... Когда вот большой нос, то мы тоже, да, должны сузить, да, с двух сторон и так далее. Раньше, если вот прямо контурирование начинали прямо линию, да, особенно... Под скулой. Да, под скулой. Да, мы это сейчас будем делать такое тоже легкое затемнение. Ну, то есть Аяна только что с морей, да? Как-то так как вот, будто, слегка загорела. Как будто макияж без макияжа. Вот никто не должен догадаться, что мы делали ей макияж, как будто она всегда такая слегка румяная. Естественная, да, слегка румяная. И нижнюю часть тоже, подбородок. Если это лифтинг макияж, обязательно вот где у нас птоз, брыли начинаются, мы тоже затемняем. И до конца подбородка. Женщина, девушка чуть-чуть в теле, да, у нас вот когда шея начинается, особенно это фотосессия, когда, да, вот отсюда у них шея начинается, но мы должны это подчеркнуть, как бы, что здесь у нас подбородок. Да, брови должны быть тоже естественные, поэтому мы не прямо с начала, да, то начинаем подчеркивать только конец. Ну, так как у нас уже есть основа у модели, поэтому мы будем работать с тем, что есть. Карандаш, ну, чуть-чуть, он должен быть темнее натурального цвета или посветлее, наоборот? Чуть-чуть наоборот, посветлее. Мы учитываем, что когда у нас линия, конец слишком опускается вниз, то у нас взгляд будет усталый. У нас для лифтинг макияжа такой конец бровей не рекомендуется. А если мы слишком заостренно сделаем, это как будто бы все время вы удивлены чем-то, да? Ну и есть тушь для бровей, чтобы наши брови здесь полностью, ну, брови же у нас практически у всех есть, хотя говорят, что у меня нет бровей, мало бровей, но если даже вот есть щеточки специальные для бровей, тушь называется, и они все равно... То есть можно подкрасить, да, подчеркнуть. Тень обязательно делаем. То есть на подвижное веко мы кладем более темный оттенок, да? На азиатском веке не все визажисты умеют это подчеркивать, да, но опять же вот можно использовать два оттенка. И здесь в нанесении теней главное растушевка. То есть не должно быть четких линий. Сначала используют темный оттенок, да, а потом мы посередине можем использовать легкий блеск, чтобы у нас глаза сияли, взгляд сиял. Ну, в данном случае, так как у нас дневной нюд макияж, я не буду использовать подводку. На этой основе мы можем уже сделать потом вечерний макияж, используя подводку. Ну, то есть, если, допустим, вечером у вас предстоит какое-то там мероприятие, встреча какая-то там с друзьями, да, то есть, в принципе, можно вот этот дневной макияж превратить
легким Вечерний. касанием руки, Да. скажем так, да? Мгм. Вот, вечерний. Кстати, насчет кистей, их должно быть много. Да. Да, потому что для растушевки, для коррекции и так далее. И я люблю очень много кистей использовать. Здесь выделю наши брови Мгм. нашим же тоном. Раньше под бровями использовали прямо блеск такой, да, хайлайтер. Сейчас мы так не делаем. Румяна мы соединяем с нашей, ну, с коррекцией, которую уже сделали. Можем тоже пройтись. Мгм. Все должно быть максимально естественно выглядеть. Мгм. Мы должны подчеркивать, именно кожа должна быть сияющая, это тренд. Ну и в завершении возьмем рассыпчатую пудру. Смотрим вверх. То есть пудрой мы убираем слишком такой блеск. Мгм. Допустим, если говорить о вечернем макияже, да, мы уже могли бы поработать уже с нижним веком. Такой цвет помады бы чуть выбрали бы такой Поярче. поярче, да. А так как это у нас дневной макияж, и у Рабочий нас такой. такой деловой образ, да, Деловой стиль. деловой стиль, поэтому мы будем чуть-чуть блеск добавим и все. С розоватым оттенком все-таки я хочу добавить. У визажиста обязательно должны быть одноразовые щеточки, одноразовые кисточки, да, это очень важно. Так как это у нас нюдовый макияж, я не использую сейчас карандаш для губ. При, допустим, вечернем макияже мы бы Подчеркнули. да, губы, подчеркнули контур, форму, размер губ можно поменять тем самым. А сейчас вот остается вот таким важным, допустим, вечерний макияж, да и вообще любой макияж, либо акцент делаем на глаза, либо акцент делаем на губы. В принципе, вот это, кстати, остается. Если это тематический, костюмированный какой-то, например, выход, то почему бы и нет? Все яркое может быть, да? Но если Ну, это... новогодняя какая-нибудь вечеринка, да? Да. Так. А сейчас все-таки, кстати, хайлайтер для лифтинг макияжа рекомендуется, чтобы было такое сияние, но при этом его правильно надо нанести. То есть да? вот эта кисточка для хайлайтера, Да. да? Поверх нашего контурирования румяна мы нанесли, но не прямо под Лёгким. глазами, Ага. да? Поверх бровей можем с двух сторон Очень нанести. легко, посмотрите, тоже. как делают кюней, да. То И есть когда вот девушка будет вот так вот поворачиваться. поворачивать головой, у нее все будет сиять. Сиять. Да? Ну и на кончик можем. Носика. Так тоже такое, чтобы было легкое свечение. А вот где губки, вот ямочка? На дневном я не делают. Думаю, вот Достаточно. именно в этом образе достаточно, потому что у нас губы пухлые, мы уже использовали бальзам, да, поэтому чтобы у нас не было чувства такого, что прямо мы все блестим. Да. Но я думаю, достаточно для дневного такого легкого макияжа именно под наш образ модели. Ну что, Кюней, действительно получилось у нас прям вот замечательно, очень красивая модель, образ у нас получился на самом деле деловой. Вот сейчас у нас прям Аяна выдвинется к себе в офис на работу, да? Да. Вот. Так что, мне кажется, повторив за всеми, так сказать, манипуляциями, такими вот, которые нам продемонстрировала сегодня бьюти-мастер, можно, в общем-то, повторить вот такой примерно макияж. Я думаю, ну, в общем, любая девушка сможет справиться с этой задачей.
Да, конечно, каждая девушка, женщина уникальна, она красива от природы, мы просто помогаем ей подчеркнуть свою индивидуальность. Природную красоту. Да. Ну что, девочки, будем пробовать?